Здравствуйте, вы смотрите новости Татарстана. В студии Султан Нугайбеков. Картина дня в нашем обзоре. И вот главные темы выпуска. Сегодня в Казани и Сабинском районе простились с сотрудниками МВД, которые погибли в зоне специальной военной операции. Приходится провожать последний путь боевых товарищей, которые отдали свои жизни во имя закона за Родину. Кого потеряла правоохранительная система республики? В репортаже Елены Знатулиной. Уникальная реликвия военных лет. В этом полку мой отец воевал даже, понимаете? У меня сердце бьется. Из фондов Национального музея республики вынесли знамя, дошедшее до Берлина. Его историю расскажет Вероника Гайнудинова. Новая высота. Здесь у нас хозяева дети. Мы для этих детей работаем. Сегодня Шаян ТВ отметил получение премии имени Мусы Джалиля. В гостях у шаяновцев побывал Рамиль Галиулян. В Татарстане сегодня простились с двумя сотрудниками полиции, погибшими при исполнении служебных обязанностей в зоне специальной военной операции. Подполковнику Марселю Мубаракшину был 41 год. Он работал в управлении Министерства внутренних дел по Казани, 31-летний капитан Айсаф Галиев в отделе МВД по Сабинскому району. Панихиды прошли в столице и деревне Илибер, откуда родом правоохранители. Проводить героев пришли руководство республики, родные, близкие и заслуживцы. Прощание с Марселем Мубаракшиным прошло в культурном центре МВД. Проститься пришли его близкие и сотни коллег. Соболезнования родным выразил руководитель администрации Раиса Республики Азгат Сафаров. Полковник Мубаракшин честью выполнил свой долг, не прячась со спинами своих товарищей, остался верным присяге до конца. Сегодня мы все скорбим по невосполнимой утрате. От имени Раиса Республики Татарстан, руководство республики, от себя лично хочу выразить слова соболезнования родным и близким Марселю Ильичу и заверить вас, что со стороны республики будет оказана вся необходимая помощь. Марсель Мубаракшин служил в полиции почти 20 лет. Прошел путь от инспектора отдела кадров до заместителя начальника оперативного отдела УМВД по Казани. Награжден медалями МВД России за доблесть и отличия в службе. Мы традиционно в такие командировки отбираем самых подготовленных, самых профессионально подкованных сотрудников. Таким был Марсель Наилевич. Он вызвался добровольцем, выполнял свой долг, свою работу. И он был и остается примером для всех сотрудников. Надежность, доброту и честность Марселя Мубаракшина сегодня вспоминают и сослуживцы, и близкие. Человек он был с большой буквы, душевный, честный, исполнительный, никогда ни в чем не отказывал, поддерживал друзей. Бок о бок проходили все этапы становления как офицеров. Он в любой момент дня и ночи мог приехать, помочь, оказать содействие. По характеру он был очень сильным человеком. Очень сильным. Он никогда не показывал слабость. До сих пор не верю, что он ушел из жизни. Марсель был всегда добродушным, отзывчивым, настоящим другом. Таких еще надо поискать. Всегда оказывал помощь. Сам особо не просил и не давал виду, то, что в чем-то нуждается. Никогда не был равнодушным. В это же время в селе Илибер в Сабинском районе проводили в последний путь капитана полиции Айсафа Галиева. Здесь тоже сотни людей, родные, друзья, сослуживцы. Сегодня мы можем только выразить наше горе, пообещать, что его дело будет продолжено. Спи спокойно, дорогой товарищ, друг. Вечная тебе память. Айсаф Хайдарович выбрал путь служения правопорядка. Он жил честно, справедливо. Он служил ответственно и достойно. Люди с погонами на плечах, они ведь не выбирают. Они находятся там, где того требует оперативно-служебная необходимость, долг.
Айсаф Галиев служил в органах 13 лет, был следователем в отделе Савино в Казани, начальником по вопросам миграции по Сабинскому району, награжден медалью МВД России за отличие в службе, нагрудным знаком за отличную службу в МВД Республики. Дружили с семьями, в гости друг к другу ходили. Человек, он отзывчивый, в любое время, суток, дня и ночь. Ему позвонишь: Айсаф, нужна помощь, все, он сразу сделает. Как отец, он примерный отец, примерный семьянин. На первом месте у него, человеку нужна помощь, надо сделать. Приказ есть, приказ надо выполнить. То есть он не отступится никогда от этого. Оба полицейских служили в зоне специальной военной операции. Ушли вместе в начале марта, должны были вернуться домой через месяц. Они погибли 1 и 2 мая при исполнении служебного долга. Лина Знатульна, ТНВ, Татарстан. Одна из важнейших церемоний в преддверии 9 мая – торжественный вынос Знамени Победы. Каждый год почетный караул выносит его из фондов Национального музея республики. Знамя принадлежало 280-му артиллерийскому полку 146-й стрелковой дивизии. Она была сформирована в нашей республике, прошла всю войну от Москвы и до Берлина. Вместе с солдатами знамя штурмовала Рейхстаг. Вероника Гайнутдинова об истории реликвии. Лишь раз в году и в одно и то же время воспитанники Суворовского училища торжественно несут Знамя Победы. Это подлинный флаг, который 78 лет назад дошел до Берлина. Он принадлежал 280-му полку 146-й стрелковой дивизии. Флаг сшили для бойцов рабочие Бугульминского района. Знамя это было вручено Президиумом Верховного Совета Татарской Республики ТАССР в 1942 году с наказом назад ни шагу дойти до Берлина. И вот этот наказ они выполнили. 146-я стрелковая дивизия, которая сформирована была здесь у нас на территории нашей республики, она с боями от Москвы дошла до Берлина, принимала участие в штурме Берлина. После войны знамя передали в Центральный музей вооруженных сил Советского Союза. В Нацмузей Татарстана воинская реликвия попала в 1961-м. Люция Валеева тогда была заведующей отделом советского периода и вспоминает, как много приложили усилий, чтобы разыскать знамя. Когда найдено было знамя, стоял вопрос, как его быстрее экспонировать. Создавалась экспозиция по истории Отечественной войны, и так с большой радостью было выставлено это знамя в особой витрине. Я это очень хорошо помню, и с какой радостью проводили мы экскурсии. Миниса Зинатуллина каждый год приходит увидеть Знамя Победы своими глазами. Сегодня она с трудом сдерживает слезы. Ее отец Ахмед Сафин из Высокогорского района прошел всю войну в составе этой стрелковой дивизии. С первых дней ее создания и до самого Берлина. Он вернулся домой живым. А сейчас знамя – память о нем. Потрогала, аж прям чувствовала вот это отцовские тепла. Сердце бьется, и не могу даже выразить словами. Такой гордость у меня. Это же наша история. Мы гордимся. Каждый признается, эта традиция для них особенная. Знамя – свидетель подвигов фронтовиков, внесших вклад в великую победу. Вероника Гайнутдинова, Лейсан Саитова, ТНВ, Казань. Сегодня в Набережные Челны привезли частицу Вечного огня, одного из главных символов памяти павших героев. Ее доставили из Александровского сада Москвы, где находится могила неизвестного солдата. Огонь памяти – это по-настоящему народная акция, призванная объединять поколения и сохранять память о подвиге нашего народа. 2 лампы с огнем с аэропорта доставили к мемориалу «Родина-мать». В этом году частицам Вечного огня предстоит преодолеть 75 тысяч километров из Москвы в 20 регионов страны, в том числе в новой территории России и дружественной страны. У домов ветеранов снова звучат стихи и песни военных лет. Персональный парад сегодня прошел для участника Великой Отечественной Александра Шахназарова и семьи тружеников тыла Камиля и Рашиды Тукаевых. Они живут в Ахитовском и Приволжском районах, и акцию организовала местная администрация. Раис республики поставил задачу окружить вниманием и заботой каждого ветерана. Что такое парад и как его приняли те, кто ковал победу, увидела Сирина Захапова. На ретро-автомобиле во двор дома по улице Толстого заезжает молодежь. Танцами, татарскими и русскими песнями военных лет они приветствуют Александра Шахназарова, участника Великой Отечественной. Ему уже 95. Но он приветствует всех при полном параде. Фронтовик бодр и полон сил. Тронут очень здорово. Я
просто смотрю на эту молодежь, которая здесь присутствует, которая участвует в этом празднике, и восхищаюсь ими. Когда началась война, Александру Шахназарову было всего 14. Он учился в Астраханском речном техникуме. Но уже через год подросток наравне со взрослыми встал на защиту Родины. Участвовал в боях под Сталинградом. Мы поехали под Сталинград на переправы в 1942 год и вернулись. Мы поехали, нас было 144 человека, а возвратились ведь 26 мальчишки. 16-17-летние, они погибли. За его плечами 33 года службы в рядах Красной Армии, 25 лет работы в Казанском Суворовском училище. На заслуженный отдых Александр Рубенович вышел только в 70. День Победы в 45-м помнит до сих пор. Это было 9 мая в Ростове. Это такой праздник был, вы не представляете. Мы, конечно, не спали всю ночь. Утром нас построили, вывели в город. Весь город на улице, радуется, песни поют. Под синий платочек кружатся в вальсе ветераны Рашида и Камиль Тукаевы. Несмотря на весенний дождь, настроение было праздничное. Героем можешь ты не быть. Депутатом становится не каждый, но защитником Отечества, защитником Татарстана, защитником России ты быть обязан. Эти строчки Камиль Тукаев написал 15 лет назад. Это пожелание молодому поколению в стихах. Когда началась война, ему было 12. Он трудился в колхозе, позже на заводе. Его супруга Рашида Тукаева в годы войны тоже ковала победу в тылу. Работала в колхозе. Неделю назад Рустам Минниханов наградил ее медалью «100 лет образования ТССР». Сегодня Рашида Тукаева вспоминает, каким был День Победы. День Победы, конечно, ожидаемый день. Ожидаемый. Но встретили спокойно, такого ликования нет, как должное. Заслужили, потому что каждый день мы видели, как наши войска передвигаются вперед. В преддверии 9 мая акции «Парад у Дома ветерана» проходят по всей стране. Под окнами победителей маршем проходят кадеты и курсанты. Звучат военные песни и стихи. В этом году по всей России пройдут более 2000 персональных парадов. Сирина Сахапова, Алмазия Динов, ТНВ, Казань. Депутаты и сотрудники Госсовета Татарстана присоединились к всероссийской акции «Бессмертный полк». Парламентарии сняли видеоролик, в нем портреты 67 родственников участников Великой Отечественной войны. Видео транслируется на информационных табло в здании парламента, а также его можно найти на сайте Госсовета и официальных страницах в соцсетях. К акции «Бессмертный полк» присоединились и казанские инспекторы ГИБДД. В преддверии Дня Победы они разместили на служебных машинах портреты участников Великой Отечественной войны, своих дедов, прадедов и родственников. Памятные фотографии прикрепили на задних стеклах автомобилей. Так они будут видны всем участникам дорожного движения. Заместитель командира полка дорожно-патрульной службы Эмиль Хамидуллин бережно хранит память о своих родственниках. На его служебной машине сразу 3 портрета. 2 деда, которые прошли всю войну, и бабушка, эвакуированная из блокадного Ленинграда. Это для меня память. То есть таким образом я помню эти фотографии круглый год, я храню дома на полке. Будучи на службе, будучи передавать детям их в школу, в садики, в институты, они таким образом также должны знать, должны помнить историю нашей страны, историю нашей семьи, про которую я обязан им рассказывать, чтобы это передавалось дальше и дальше. Большинство подземных переходов в набережных Челнах в аварийном состоянии и требуют ремонта. В этом году из бюджета выделены деньги на работы в 7 подземках. Они начнутся после проведения аукциона. Как сообщили депутаты, жители жалуются на небезопасные переходы. Приходится перебегать дорогу, нарушая правила. В исполкоме ответили, финансовые средства на ремонт подземки заложены, и его планируют завершить к осени. Идет ремонт на проспекте Вахитова, потому что эти подземные переходы в составе проекта Вахитова, там аукцион прошел. Домостроители и райисполком, у нас аукцион в ближайшее время будет объявлен республикой, и мы, соответственно, мы не можем до начала аукциона начинать работу. И у нас еще один подземный переход, это гидростроитель, ДК «Энергетик», тоже в рамках ремонта гидростроителей.
На отдельных территориях Мариэл ввели карантин по птичьему гриппу. Как трупы чаек на берегу сельского пруда всполошили соседнюю республику, читайте в интернет-газете «Реальное время». Шаян ТВ сегодня отметил получение премии имени Мусы Джалиля. Она учреждена в 1997 году и вручается за заслуги в области литературы, образования и искусства. Детский телеканал получил ее за популяризацию татарского языка. В копилке шаяновцев это уже не первая награда, но, как говорят маленькие звезды, одна из самых значимых, поэтому пригласили на свое торжество самых близких друзей. Председатель комиссии по родным языкам вручил и республиканские награды коллективу Шаян ТВ. Рамиль Галиуллин сегодня тоже побывал в гостях у ребят. Как говорит Марат Ахметов, Шаян ТВ всегда радушен к гостям. Председатель комиссии по родным языкам приехал к шаяновцам, чтобы поздравить телеканал с получением престижной премии имени Мусы Джалиля. В самом сердце Шаян ТВ, главной студии, Марат Ахметов награждает тех, кто каждый день создает уникальный контент на татарском языке для самых маленьких зрителей. Благодарственные письма от председателя Госсовета членам жюри конкурса Балашак Жире, композиторам Резиди Ахияровой и Сагиту Хабибуллину. За вклад в сохранение и развитие родного языка награду получил генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов. Также отметили труд сотрудников телеканала. Находить тонкие, очень чувствительные подходы душам, сердцем молодого поколения, особенно детям разных возрастов. Это очень трудная, творческая, креативная задача, и телеканал «Шаян» успешно справляется вот этой задачей. Так, аплодисментами в пирамиде встречали дружный коллектив Шаян ТВ. Это престижная премия за вклад в развитие национальной культуры и популяризации татарского языка. В копилке шаяновцев это уже не первая награда. В коллекции победы в премии канала «Карусель. Открытие года», награды «Тэфи Кидс», всемирного конкурса интернет-проектов «Жемчужины знаний» и «Многоликая Россия». Это признание, определенное признание их заслуг. Они, конечно, очень много сделали. Они добились огромных успехов. У них очень хорошая аудитория, она растет. Это аудитория, которая растет, зная татарский язык, зная татарскую культуру. И это будущее нашей нации. Шаян ТВ – это больше 20 оригинальных, образовательных и развивающих программ, тысячи переведенных на татарский язык фильмов и мультфильмов. Сегодня детский телеканал объединяет у экранов, телевизоров и гаджетов миллионы ребят по всему миру. Это же показатель, значит, нас смотрят, и в YouTube смотрят, и в других социальных сетях смотрят. Это показатель того, что телеканал, он привлекает внимание телезрителей и то, что у него есть будущее. Живое общение на татарском, творческие задания, телеконкурсы и интерактив – все это подпитывает интерес к родному языку. Над важной миссией работают больше 30 авторов телеканала. Миссия, безусловно, важная. Здесь у нас хозяева дети. Мы для этих детей работаем и надеемся, что эти дети будут расти в атмосфере национальной культуры, то, что они будут знать язык. Вместе распространяем татарский язык по всей республике, по всему миру, где у нас живут татары, и пытаемся делать это интересно и увлекательно. В этом году Шаян ТВ отметит свое 5-летие. Как говорят сами шаяновцы, впереди у них новые проекты и новые победы. Рамиль Галиуллин, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. С Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны поздравило нижнекамское предприятие «Сибура». Здесь гордятся тем, что на предприятии работали участники войны и труженики тыла. О них заботятся, оказывают поддержку, а накануне 9 мая приходят в гости с поздравлениями и подарками. Вот папа у меня молодой. На фронт Фаузи Тазиев попал 17-летним юношей. В составе советской армии он воевал против японских захватчиков. За отличие в боях удостоен медали за победу над Японией. Гордятся участником войны и на родном предприятии, где он проработал 18 лет. 18-летний путь на предприятие – это очень достойный результат. И всем нам только так равняться, всем только равняться. Еще раз Изгайбек Зуррахмат. В Нижнекамск Фаузи Тазиев приехал по зову сердца на всесоюзную комсомольскую стройку. Здесь он поднимал колонны центральной газофракционирующей установки. Также участвовал в строительстве химических производств в Ангарске и Воронеже. В свои 97 окружен заботой и любовью. Папа с детства нас привил к труду, к огороду, к земле. Он даже до 83, может быть, вот так на лыжах еще ходил. В пожилом возрасте вставал на лыжи.
Гостей сегодня принимал и 95-летний участник войны Анас Хайруллин на нефтехимическом гиганте. Он трудился 30 лет. Вас разрешите с праздником поздравить. Когда началась война, Анасу Хайруллина было 14. Его призвали в армию спустя 3 года. Службу нес в пограничных войсках Кёнигсберга. Здесь он выявлял врагов, которые выдавали себя за мирных жителей. За доблесть и мужество Анас Хайруллин награжден медалью за победу над Германией. Вечером объявили, что, товарищи, война кончилась. Мы в рассыпную радость. Там фронтовики были, пограничники тоже. Даже некоторые повалялись с удовольствием. Анас Хайруллин по сей день бодр, весел и ведет активный образ жизни. Даже собирается ездить на своей машине в огород. Рассада уже готова. Сегодняшнее это я ждал с нетерпением. Ну, почему? Это родное. Свои. Они приближали победу, потом всю жизнь посвятили родному предприятию. Сейчас на заслуженном отдыхе в Совете ветеранов Нижнекамск-Нефтехима 50 тружеников тыла. Ветеранов поздравили с Днем Победы, вручили подарки. Каждый получил денежную выплату. Мы традиционно оказываем внимание нашим ветеранам, их значимое количество. Благодарим за их невероятный труд, за тот результат, который они сделали в первую очередь как для жителей этой страны, создав нашу возможность жить, развиваться, процветать. О своих ветеранах нефтехимики заботятся, оказывают им поддержку, а накануне 9 мая уделяют особое внимание. Благодарят за завоеванную дорогой ценой победу и вклад в развитие предприятия. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Нижнекамск. Сегодня в самом сердце Казани, в Кремле, пары кружили в вальсе Победы. Это красивая традиция в преддверии 9 мая. Под звуки оркестра 250 пар из 40 школ и вузов танцевали на площади около мечети Кул-Шариф. Все одеты празднично, парни в галстуках и бабочках, девушки заплели косы, у каждого на груди георгиевская лента – символ Победы. Композицию «Майский вальс», под которой кружили ребята, 35 лет назад впервые исполнил заслуженный артист России Ярослав Евдокимов. Так танцевали наши дедушки и бабушки в далеком 45-м, в День Победы. Сейчас эта мелодия звучит как символ единства поколений. Вальс Победы – это международная акция. К ней сегодня присоединились десятки городов. Здесь же участники выстроились в надпись «Мы помним». Это очень хорошая возможность показать хороший пример другим. Вот мы репетировали около 3 дней, и за это время очень поставили хороший вальс. Танцуем вальс, окунаемся в советские времена и никогда не забываем о наших предках. У меня есть 2 прадеда. Одна прабабушка работала в тылу. Я очень считаю важным воспитание патриотической молодежи, так как мы должны обязательно помнить. В этом году мы отмечаем 78-й раз. Нам очень важно не только на словах, но и на деле показывать ребятам те традиции, которые были через этот вальс Победы, чтобы они больше познавали, узнавали про эту великую победу. Это были все новости к этому часу. Сейчас вашему вниманию рубрика «Смыслы» с Тимуром Бекмурзиным. Далее с прогнозом погоды познакомит Гульназ Гизатуллина. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Здравствуйте, с вами Тимур Бекмурзин. Это рубрика «Смыслы» на ТНВ. Все новое – это, как известно, хорошо забытое старое. Причем, как правило, не такое уж и забытое, и не такое старое. Когда речь заходит об образовании, как о системе, об изменении подходов в обучении, нередко вспоминают про старую добрую советскую школу. Вспомнил про нее и Владимир Путин, когда не так давно заявил о необходимости отхода от так называемой Болонской системы высшего образования. Не надо бояться реформ, полагает национальный лидер страны, когда речь заходит о качественном образовании. У молодежи, у наших граждан должны появиться новые возможности для образования, трудоустройства, профессионального роста. Возможности, а не проблемы, подчеркнул Путин. Новая система, по его мнению, должна представлять собой синтез лучших практик советского периода и последних десятилетий.
Трудно не согласиться. О советской практике распределения выпускников вузов Владимир Путин прямо не сказал в своем послании. Скорее всего, такая идея на уровне правительства страны детально не прорабатывалась. Но кто сказал, что от нее отказались совсем? Вот и депутаты Татарстанского Госсовета предложили подумать всерьез. Предложение, пока даже не в виде законопроекта, звучит, по крайней мере, для тех студентов, что поступили и учатся на бюджете. И неважно, за счет средств федерального, республиканского или местного бюджета. По окончании вуза такой студент обязан отработать не меньше 3 лет по распределению на предприятии, о чем он заключает соответствующее соглашение. Или возвращает государству деньги, потраченные на его обучение. Такая практика, как известно, действует и сейчас, когда речь заходит о так называемых целевиках, то есть выпускниках, которые отучились по целевому договору с предприятиями или муниципалитетами. Предлагается распространить такой же подход, нюансы можно обсудить, и на всех бюджетников. Сейчас это не принято, но было в ходу и неплохо работало, кто помнит, в советское время. У нововведения, даже пока на уровне идеи, сразу нашлись как ярые противники, так и сторонники. Кратко, какие аргументы против? Первый. Система распределения устойчиво работала в условиях плановой советской экономики, когда был госзаказ и все предприятия были обеспечены соответствующими ресурсами. Кто может гарантировать, что она будет столь же эффективной в реалиях рыночной экономики? Второе. А будут ли в случае распределения предприятия мотивированы повышать зарплату молодым специалистам и в целом улучшать условия труда? Ведь поток трудовых ресурсов в любом случае обеспечен. Аргументов «за» на самом деле не меньше, я сейчас не буду подробно на них останавливаться, просто из экономии времени. Приведу один, на мой взгляд, ключевой. И приведу в виде вопроса, который вполне можно считать риторическим. А нынешняя система фактического распределения выпускников вузов, когда подавляющее большинство молодых специалистов не идут работать по специальности, нас может устраивать? Государству она, эта система, выгодна, а реальному сектору экономики? Задайте эти вопросы сами себе еще раз, и тогда поймете, что идея одной из лучших советских практик по распределению выпускников вузов не такая уж и неизбыточная. По крайней мере, как и в какой форме ее реализовать, подумать можно и нужно. Это была рубрика «Смыслы» на ТНВ. Здравствуйте! В студии Гульназ Гиззатуллина. Вот и май решил показать, насколько контрастной может быть погода. По данным сервиса Яндекс.Погода, в предстоящие сутки в Бугульме, Бавлах и Азнакаево сохранится по-летнему очень теплая погода без дождя. Ночью 11, днем 23 градуса тепла. В набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге пройдут дожди и, возможно, усиление ветра. Ночью около 12 тепла, днем 22 градуса выше 0. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше переменная облачность. Также пройдут дожди. Ожидается около 12 тепла в ночное время, днем плюс 23. В Арске, Кукмаре, Балтайси иная картина. Дожди пройдут сильные, местами с грозами. А температура понизится. Ночью 10 градусов тепла, днем 15. В Болгаре, Дрожжином, Буинске малооблачно, осадки не ожидается. Ночью около 10 тепла, днем 14 градусов тепла. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше облачно и дождливо. Местами ливни с грозами. Ночью 12 градусов, днем 24 градуса тепла. В воскресенье будет довольно холодно, но без осадков. В Казани будет облачно, местами пройдут дожди. Ночью до 9 градусов тепла, днем же 14 градусов выше 0. Ветер западный, порывистый. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 82%. Магнитное поле Земли спокойное. Но нестабильная погода может негативно сказаться на самочувствии. Как показывают многолетние наблюдения, начало мая часто отличается перепадами в температуре и нестабильностью погодных процессов. Одевайтесь по погоде и берегите себя.